грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Będzie taki moment, można się nie skorzystać podczas całej świętej mszy sakramentu pojednania, bo potem mnie nie będzie ksiądz Aleksander nazwie parafii i wyrazić się spowiadać, tak że zachłoczników z tego momentu z pojednaniem z Panem Bogiem skorzystać. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. И с Духом Твоим. Збираемся у першую неделю Великого Поста на Святой Мши. Это час особливый для нашей парафии. Уже третий день переживаем час святых великопостных реколлекций. Доручаем доброму Богу этот час, просим Святла Духа Святого для отца реколлекциониста, отца Александра, и просим, как наше сердце змінялись найлепшие, как мы еще ближей были Пана Бога, как поглубляли наше життя духовное. Сегодня в Евангелии почуем, что Иисус Христос иде на пустыню, где 40 дён знаходится. Вельми важно есть великопостной реколекции теперь на початку, как сапраўды набраться силы, как потым по-божому прожить наступные дни нашего життя, як это учинил Иисус перед публичным навучанием. Эту святую мшу аквяруем за памятных семи Шпилевских, Миколай, Адельфина, Валентина, Леонида, Казимир, Мария, Ядвига, Янина, просячи для их радости життя вечного у небесном володарстве. Как годно скласти эту наисвятейшую ахвяру, перепросим Пана Бога за все наши грехи. Споведаемся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занятанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Богу Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся
змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. У всемогутный Боже, прошлогодовое переживание Великого Посту, дай нам глибі разуметь таємницю Христа и годным життем имкнуться до ее исполнения. През Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Читание книги Второзакония. Моисей промолвил для народа, кажучи: «Святар возьми кош з рук твоих и поставите его перед отверником Пана, твоего Бога. А ты будешь отказывать и говорить перед Паном Богом твоим. Мой батька, вандровный арамеец, пришел у Египет и часово поселился там с невеликою колькостью людей, але там он стався великим, могутным и шматликим народом. Египтяне древно обиходилися з нами і пригнятали нас, обтяжаруючи нас тяжкою працею. Ми ускликали до Пана Бога, Отцов наших, і почув нас Пан, і убачив наше приниження, нашу недолю і утиск. І вивів нас Пан з Єгипта моцною рукою і розправленим плечом, великим страху, серед знаков і чудом. І Он привел нас у гэтае место, и дал нам гэтую землю, что сочится молоком и медом. И вот теперь я принес початки плодов земли, якую ты дал мне, Пане. Тады покладешь их перед обличием Пана твоего Бога и поклонишься перед Паном Богом твоим». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Будь со мной, Пане, у моим несчастье. Будь со мною, Пане, у моим несчастье. Кто живе под оховою найвышейшего и находится у тени всемогутного, то и скажа Пану: «Ты мое пристанище и моя твердыня, Боже мой, на Тебе сподяюся». Будь со мною, Пане, у моим несчастье. Несчастье не придет до Тебе, и горе не наблизится до Твоего шатра, бо небом своим загадает на конт Тебе, каб яны оховали Тебе на всех шляхах Твоих. Будь со мною, Пане, у моим несчастье. На руках Тебе будут носить, как не спотыкнулся Ты об камень своей ногою. Будешь ступать по львах и змеях, и растопчешь и львиня, и цмока. Будь со мною, Пане, у моим несчастье. За то, что Он полюбил меня, уратую Его, обороню Его, бо Он познал мое имя. Покличе меня и откажу Ему, я буду зим во утишку. Вызволю Его и прославлю. Будь со мною, Пане,
Читание послания святого апостола Павла до Римлян. Браты, что кажет Писание? Близко до тебя слово на устах твоих и у сердца твоих. Это есть слово веры, якое мы проповедуем. Тому, коли ты устами своими будешь вызнавать, что Иисус есть Паном, и у сердца своим верить, что Бог воскресил его из мертвых, будешь избавлен. Бо сердцем верить для оправдания, а устами визнают для збавлення. Писание ж каже, кожен, хто вірить в його, не буде осоромлений. І нема розниці поміж юдеєм і еліном, бо той самий пан для усіх, щодрий для усіх, хто його кличе. Бо кожен, хто покличе на пана, буде збавлений. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. Не хлебом одним будет жить человек, але каждым словом, что выходит с уст Божих. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус, наповнений Духом Святим, вернувся з над Йордану, і Дух вивів його у пустиню, де на протягу 40 днів дьявол випробовував його. І нічого не їв ті дні, а коли яны скончилися, зголодався. И сказал ему дьявол: «Коли ты, Сын Божий, скажи этому каменю, как он стал хлебом». И отказал ему Иисус. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек». Тогда дьявол повел его и показал у мгновения все владарство свету. И сказал ему: «Я дам тебе всю эту владу и славу их, бо она мне передадена. И кому хочу, даю я. Коли ты поклонишься мне, все будет твое». В отказ Иисус сказал ему: «Написано: Пану Богу твоему будешь поклоняться, и Ему одному будешь служить». Тогда завел его в Иерусалим и поставил на верши святыни, и сказал ему: «Коли ты, Сын Божий, кинься одетуль вниз. Бо написано: анелом своим загадая на кон тебе, ка поховали тебе, и яны на руках понесут тебе, каб ты часом не спотыкнулся об камень своей ногою». Иисус сказал ему в отказ: «Сказано: не будешь выпробовывать Пана Бога твоего». И скончивши все выпробования, дьявол отступил от его до поры. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. День наших великопостных лекций розважаємо на тему серця. Ще эти 2 дні розважали, насколько это важно, насколько так поверховно нельзя глядеть на эту тему, чисто по-светску, что это сердце, это место, где мы соприкасаемся со Святым Духом. И важный текст, который вчера читал наприкінці другого дня наших розважань з послання до Фессалоникийцев, где апостол Павел каже, что «Чи ж не ведаете вы, что Дух Божий у вас побуждає прагнение и жадание згодно с волей Божией». Вот сердце такой важный орган у нас, что коли оно очищенное, да, коли есть тут место для Духа Божьего, то ягоные жадания, они після як у нас все одно. Ну, ось такая важная тема. И сегодня с вами розважаємо про то, як відкривати серце своє, як його познавати, як давати місце Святому Духу в серці своїм.
такі першы найважнейшы пункт это тое, што трэба вучыцца шукаць месца для цішыні. Трошку это разумею банальна гучыць, але такая цішыня яна і ці самотнасць такая, яна не можа штучна быць створанай. Я часам по-свойму раздражняўся, калі ўжо трошку эту тэму разумеў, калі бачыў такія набажэнствы, часам там ці сёстры законныя любілі рабіць такія набажэнствы, дзе робіцца такі адпаведны антураж, напрыклад, адарацыя на свяцейшага сакраменту альбо крыжа, прыгасіць святло, такая музычка душевная, акуратненькая, там свечкі, ну і моладзь моліцца, там нехта паплачецца, і пасля, як правіла, такая хорошая побожная сестра яшчэ скажа: паслухай, што ў сэрцы тваім. З намёкам: а ну ж Господь у закон кліча, давай скажи. Вот. І я разумеў, што это не так, да? Што сэрца так не працуе. Таму што і вам ужо это паказваў падчас першага дня, што сэрца вось это біблійнае, яно не павярхоўнае. Нельга яго справакаваць такім знешнімі атрыбутамі. Яно глыбокае, да яго трэба дакапацца. Да. А от такія вось набажэнствы, яны спрыяюць, напэўна, да нейкіх эмацыйных перажыванняў. Але, Господь не так гаворыць, не ў такой цішыні. Альбо, напрыклад, памятаю, адзін з маіх сабратоў трошку так жартуючы расказваў, як быў на такім хрысціянскім канцэрце, дзе было і праслаўленне, музыканты громко ігралі, інструментаў было шмат класных. І пасля чарговай песні вядучы такога вось канцэрта раптам кажа: а зараз у цішыні сэрца паслухаем, што нам гаворыць Господь. І мой сабрат, так кажа: я стаю, у мяне ад этой музыкі яшчэ ўсё калочыцца ўнутры, ад этих ударнікаў, інструментаў. Кажа, і тут вот 2 минуты паслухай, што Господь гаворыць. Што это значыць? І зноў тая самая музыка паляцела далей. Штучна вось этой цішыні такія нельга зрабіць. Это трошку другая рэч. Альбо яшчэ прыклад. Падчас адных рэкалекцый, памятаю, ўжо такія, не моладзь, а такія людзі ў сярэдніх гадах, больш-менш прыехаўшы на рэкалекцыі. І нейкая атмасфера такая хорошая была. Все разом нечто сели, так разговорились, такая дружная атмосфера. Там и куполинку спели, и выйду в поле с конем, и еще там что-нибудь. Короче, все классно было. А после зараз пойдем на адорацию и помолимся, что нам Господь тут говорит. Да? Я думаю, так это не працуе. Я думаю, что так это не працуе. Про якую цішыню хочу сказать, где Господь говорит у сердца в наших сердцах. Некалі я чытаў такое сведчанне, інтэрв'ю з адным з французскіх монахаў, трапістаў, это вельмі суровы манастыр, ужо ў Кракоўе, падчас рэкалекцыі некаторых з іх. Вось, это люди, которые посвятили ўсё жыццё маўчанню, постам, таким абсолютно адасабненню в этих монастырах. І ў такі монастыр пайшоў пілот авіацыі гражданской. Человек, дорослый уже мужчина, который имел стаж работы, да, не имел семьи, имел стаж работы. И журналисты его пытаются, как вы решились на такой крок. И этот монах, он кажа, там у небе, летаючи в самолете, пребываючи в тишине, у гуле мотора, я почув, и до меня говорит Бог. Мне, помню, так запал в память этот образ, вот просто я спробовал себе на место этого пилота поставить. Я зрозумел, что да, нечто в этом есть. Вот так вот з дня ў дзень, не штучно створенная атмосфера цішыні, а з дня ў дзень ты гадзінамі вот так вот, сам з сабой, молитвах, у думках сваіх. Да. І ён пачуў вось у гуле гэтых мотораў авіацыйных, ён пачуў, як гаворыць Господь. Чаму мне гэты вобраз такі па-свойму блізкі? Таму што так шмат разоў Божых сустрэчаў у нас з ім, з Господом, былі ў маёй машыне. Это одно из таких самых благословенных мест, где я сустракаўся. И коли что, там трошку далей стоит моя машина, можно приложить сюда. Але Господь так благословлял. Чему? Потому что ты часто едешь, да, ты шмат где едешь, это целые годины. Я некоторые радуюсь, слушаю, как не заснуть
Пасля перастаў, мне стала шкада часу. Таму што это той час, калі ты застаешся адзін на адзін. Это благословленный час. Падчас вот такой одной из такой поездок народилася, по-божому народилась эта книга, которую написал помилованный, проезжаючи мимо там Стеллу, тут перемоги, да, и, ну, и многие іншие речи, когда свечу любви Божией, силу крови Божией, то все вот так вот в машине, потому что ты летаешь весь час, да, вот, як Господу застучаться до тебя. Ты весь час занятый, вот, реколлекция, после вас у меня черговая реколлекция, после черговая. Эта машина, это благословленное место. Если бы Господь вообще одного зловил и посадил, да, сяди, держись тут, да. И это працует. Да, когда ты вот так вот не штучно, а вот так вот годинами хотя бы сам с собой застаешься. Да. Так само мило згадую вот на эту тему тишині такой, да, як горші служив такі, милость, правда, радостно згадую, коли там при території при костьолі сад есть, и осенью шмат листья падает, треба прибирать, там траву, все, ну и после где-то в центре города костел, куда это девать? Ну, конечно, полить, как по-хозяйству. Ну, але насупроть костела фабрика світанок. Як я тільки палив, я на чомусь были недовольны, потому что дым ушел туда, ну, им там не сильно было працевать. Ну и в вынику, ну, там ягодничали, вот, а пришлось полить после 11 вечера, после 12, когда навод собак перестают люди выгуливать, да, и так далее, вот, самое на ягодничали. И ты вот палишь ночью, это 2 годины ночи, 3 ночи, 1 мертвая тишина. И ты врешті можешь быть сам с собой. Перш за все, сам с собой. Вот про такую тишину, ну, я разважаю, да, что это место, где есть хоть некие там шансы нам встретиться с Господом. И чомусь я так думаю, что хіба что это не выпадково, что Антуан де Сент-Экзюпери, как по мне, конечно, великий человек, с великой литеры, он был пилотом. Вот той, кто писал такие книги, «Маленький принц», «Планета людей». И он летал в самолете, и он в той самой тишине, да, вот где-то там, чул самого себе, чул мовчима Господа. Ну, не это так. И нам, конечно, людям 21 століття, нам тяжко уволе вот с этим самим собой нам стыкнуться. Вот тишиня такая, это место, где мы маем шанс открывать наше сердце. Перш за все для самих себе. И нам тяжко. Чому? Тому что вот эти ритмы, в которых мы живем, яны явно не служат в этой тишине. Поглядите, як шмат сапраўды мы мучаемся вот от того, что вокруг себе маем, от компьютеров, от интернета, от телефонов, да, вот постоянно мы маем такую махчимость, в второй поколение ходим по хатах, я часом зауважал, як шмат у квартирах у людей в кожном покое некий там хоть малый телевизор, хоть некий видите, если что-нибудь будет висеть. На кухне телевизор висит, на ложке. Ну, потому что многие уже поесть не могут в тишине. Их уже раздражняет эта тишина. Им треба, как в фоне нечто гучало, весь час. Там, где телевизора не будет, на столе будет лежать планшет и телефон. Поесть ты уже не можешь. Сидеть со своими вот думками 5-10 минут уже становится невыносным. Вот просто посидеть в автобусе, в троллейбусе, поглядеть в окно люди не могут. Потому что треба в ушах нечто иметь, треба нечем сидеть, да. Вот. И с такими схемами тишиня, она становится просто для людей, для многих невыносная, а она благословленная тишина. Я читал некоторый цікавий артикул одного психолога верующего, то, як тяжко женщине после родов, черговых родов, где ты постоянно вот с людьми, с детьми и так далее, после на працу, приезжаешь до хаты, там тебе дети чекают, муж там, и так далее, что люди, женщины часто не відпочивають. Психолог цікавую реч радив, веруючий психолог. І вона каже, тоді, коли вертаєшся з праці, вот, і ти їдеш в автобусі, там, в тролейбусі, полгодини, 45 хвилин, годину, навчися не думать ни про что. Не про працу, которую кинула зараз, не про то, что тебя дома чекает, просто гляди в окно и живи.
Вот калі навучышся жыць паўгадзіны, едучы ў аўтобусе, тады магчыма навучышся адпачываць. Вельмі, памятаю, классное интервью было, артыкул с психологом. И мы до этого часто не здольны. То есть вот этот вот свет, в котором мы живем, все гаджеты, да, то есть это такая вельми серьезная проблема. Да. И одно из таких, часом жартом называю, что у меня есть такие духовные дети, это разные курсы, которые провожу. И один из таких курсов это Назарет. Ничего особливого в этом курсе, никаких там методик особливых. Там довольно простая схема. Людям, которые проезжают на Назарет, я даю фрагмент Святого Писания, несколько коротких уводинов и после самостойная праца. И оказывается, что для тех, кто, некоторым это тяжко, вот, самим собой, працевать, там, да. И оказывается, для тех, кто уже привык до такого Назарету, это часто вельми благословенно. Потому что в этом житті, в этом віры, ось знайти собі час хотя бы некую там годину побыть с собой, люди просто не могут. Ну и это на самой справе, конечно, катастрофичное. Для меня особисто, когда писал книгу, вот сказал, что натхнение такое тримал, там в машине Господь давал. Вот, але для того, как книгу написать, Господу треба было меня вырвать. Это был час ковида. Это страшный час. Да, мы памятаем, что это переживали. Для меня он тримався благословен. Потому что я не уявлял просто себе, как можно себе вот вырвать. Да. И Бог просто уявлял так, на вот и вырвал. Трошку навіть болей. Ті вже, напевно, рази 4 чи 5 такі свої особисті реколекції переживав. Коли, есть така у нас практика законная, что раз на год, 6 дней обов'язково треба пережити реколекції. І мені мої настоятелі дозволяли, щоб я самостійно їх переживав. Я шукав ніяку хату, їхав туди, и не слухал никаких ни конференций, ничего, сам с собой, с Святым Писанием, с думками, с молитвой. И так вот 6 дней. Сам себе ешки варил, открыл, что можно варить пельмени, это будет и первое, и второе. Да, в пятницу вареники, да, все нормально. Абсолютно нормально. Да. Я так уже разов 4, хіба что 5 робил. Так вот на тыдень никуда вырваться. Ну и без этого, без вот такой вот тишины, такой, больше серьезной, сердце майже нереально познать. Свое сердце. Это, думаю, что такое нереально. Другая риса, что треба, окремя тишині, познавать свое сердце, это ожидание познать правду про себе. Мы уже разважали про это, что открываючи свое сердце, мы открываем добро, которое Бог у нас складывает, так само грехи открываем, зло. И нехто не готовы ни до того, ни до другого. Ни до Божих речей не готовы принять, ни злых, греховных. Тому, познаючи своє серце, ти познаєш правду, которые, треба ведать это, да, что треба иметь жадание познавания правды. Третий элемент, что треба для познавания своего сердца, это мужность. Познавать правду про себе для этого так само треба мужность. И навошта нам еще мужность? Я не ведаю, ці ви такі опыт мели, что когда сустракаешь людей, я бы сказал бы так, с широким сердцем, таких вот, мне становилось страшно от таких людей, потому что ты не ведаешь, что от них чекать. Наприклад, перш за все, може я ще так. Неколи в мастацкой школе, когда я учился, мне этот образ вельми сподобався. Нас, когда учили малевать портреты, то выкладчики казали, что для того, как намалевать портрет человека, альбо хотя бы карикатуру, треба уловить для ягоные характерные рысы. Мне эта думка вельми сподобалась, вельми классная. Уявите себе на планете Земля, там нехай себе 7 миллиардов человек. И мастак, который малюет портрет, повинен убачить главу человека. У всех нас там главоки, главухи, то есть самые носки и самые вусные. И ты повинен убачить, что этот человек не подобный до всех инших, 7 миллиардов.
Ты повинен знайти такие рысы, которые отрознивают его от інших. И вот так вот Бог створяет человека. Нема ни одной копии. Нема ни одного такого самого. То есть про что это говорит? Про индивидуальность. И когда мы познаем сердце наше, мы там открываем индивидуальность, мы открываем замысел Божий. І треба шалена мужність часом, щоб це зрозуміти, що ти не подобний на інших. І не факт, що ти повинен бути подобний на інших. І чому треба мужність? Бо ми, живучи в соціумі, нам хочеться бути як все. Нам хочеться скритися все одно толку. І часом люди так і говорять, да, от, ти спитаєшся, от, що ти думаєш, да, люди скажуть, там, ну, більш-менш як інші. Некоторые так споведаются. Но какие у меня там грехи? Ну и пущить. И вот этот вот страх взять отказанный за самого себе, за свои косяки, за свои грехи, за свое житье, вот скрыться вот так вот, ширая масса, да? Ну, там життя духовного нема. Вот так вот, скриваючись в натовпі, там життя духовного нема. Там серце своє не відкриєш. Цікаво поглядіть, як Єсус питається у учнів, ким люди лічать Сина Чоловічого. Вони кажуть, тим і тим, пророком, Яном Хрестителем, там, Іллею. Христос питається, а ви ким мене лічите? Ти откажи за самого себе, не скриваючися за інших. Тобто Христос витягує їх з натовпу. Вони всі неповторні, вони всі неподобні, всі різні. Те люди, які за ним прийшли. Вот Бог, он так ценит индивидуальность. Я некогда вычитал у Фрейда, не ведаю, это ягоная цитата, он просто за неким повторяя, а не просто я так аж вырезал себе. Фрейд писал, на толпы не способны искать истину, потому что истину ищет индивидуум, а истина есть наш Господь. То есть люди, которые не умеют быть собой и не отказаны за самого себе, такие люди Господа не познают, потому что они скрываются за массой и от все. Так вот, когда мы начинаем копаться в сердце нашем и хотим познать его, ранее или позднее ты сустракаешься с таким моментом, да, что ты – это ты. Ты не подобный на інших. Да. Ты вот открываешь это богатство своего сердца, и ты не подобный на інших. І для этого треба мати мужність, як признати те, що ти не подобний. От коли я зустрічав людей з такими серцями, то ну, часом страшновато таких людей. Тому що ти ніколи не ведаєш, що вони можуть тобі, який фінт викрутити можуть. Я пам'ятаю, будучи ще клериком, студентом, ми верталися з одних колекцій, ну і такі там люди обновлені Святим Духом. Я та дівчина, ну, это Польша была, да, и все равно для Польши так само нетиповые такие штучки. Я памятаю, так уразився, вона нікому нічого не говорить, поднялася в автобусі, це звичайний був рейсер автобус, нас було там пару чоловік в колекції, там кілька десятка. Вона піднялася і громко спиталася. Вона гітаристка була, музикант, і каже, а ми зараз будемо співати пісні прославлення. Ви не супроть? Пока шофер открыл рот, как мне что сказать, чем супер, чем не остальные вообще, она уже стояла с гитарой и спевала. И так еще дорого. Ну а ведь с такими людьми трошку напряжно. Ты николи не ведаешь, когда она не может выкинуть тебе. Ти моя сябровка, наприклад, розповідала, я так слухав, я її сам аж напрягся, да, як вона розповідала, як з іншою сябровкою їхали в Польшу в Терніку, і просто їм ідея така прийшла, от. Одна пошла в один конец Терника, другая в другие. Прошлись по всех вагонах и сказали, что в столько годин в таком вагоне мы пошли молиться. Приходите, коли ласка. Ну, это ж аж неутульно с такими людьми. Почему? Потому что они ломают схемы. Потому что они не по схемам живут. Моя неколи найлепшая сябровка, ну, она такая, ну, специфичный человек, конечно, она постоянно, что Господь живый, Господь у вас кросс, люди, не станите, живем с надеей, да, это наш Господь, мы за им, там, Царство Божие нас чекает. И у нее померла бабуля. И мама до нее подошла и каже, слухай, доченька дорогая, я ж тебя знаю. Ты ж просто так на похороны, знаю, что життя не прийдеш. Стопудово пронешь какую-нибудь белую схему.
коли ласка, не роби нам таких номеров. А она мне кажет, ну ладно, шади до их нервы. Каже, или волосы белую ленту заплела. Каже, не буду стонать тут, помирать от жалости и мучиться, что бабуля там померла. Каже, я ж уже Бога Христа делал. Ну, такие люди напрягают. Потому что ты николи не ведаешь, что они выкинуть. Да? И вот мужность сердца повинна быть. Мужность, как принять вот эту вот индивидуальность. Да? Это нормальная речь. Мой сябра, про которого я Святого Духа познавал, святар, психотерапевт со стажем, и он неколи розповідав, так само, я так помню, на пряксі, він розповідав, як йому, він допомагав шматликим людям, і розповідав, як позвонила ночью девчина, которая была обколотая наркотиками. И в таким тяжким стане, неким дивом, иногда его дозвонилися, и он ночью поехал в некий парк там у Польши, на своих плечах вытянул ее, принес к себе в кляштар, эту девчину обколотую наркотиками. Нек там выхаживал, после худкую выкликал и так далее. Вот, где так шмат в этом свете, там, в Европе, скандалу, вокруг Ксяндзова, он мог быть уже на первых сторонках каких-нибудь там таких либеральных часописов. Да? Это голливудский сериал одразу можно снять. Наркоманку, квартиры Ксяндза, кляштари, да, тут просто можна стільки не сочиняти всього. І от цікаво що спочатку думає серце, а після мозг. От як це працює. Я пам'ятаю, слухав його, я ще був клериком. І сам собі думав, от чим ти думаєш? Да, от ти чоловік со стажем, психотерапевт, ти ж сам лепий, чим усі інші ведають, чим це ввогуле пахне. Да. Що гэта наркоманка може зробити, коли вона дойде за себе? На руки на себе може накласти, да, коли вона вколотує. Я пам'ятаю, як місіонери мені розповідали, бразилійські, розповідали, як вони евангелізували на вулицях наркоманів, и кажут, что все ведают золотое правило, когда человек обнюхался клея, да, ну на той час, каже, не подходит до его, бо реакция может быть нездоровая. Когда, например, проститутка на улице Бразилии, Сан-Пауло и Рио, обдушенная клеем, то ты ей подходишь, она тебе ножом погнуть может, она не сообразит, на чем это робить. Вот так клей працує наркотик на мозг человека. И она ходит к этим проституткам, вот так вот евангелизовали, молились за их на улице. Вот так працує серце, не мозг. Ну и для этого треба мужность. Чтобы вот так вот открывать такую уникальную индивидуальность. Одна из моих любимых песен у Виктора Цоя, она у меня долго стоит на телефоне, когда раптом ее почуете, это могу быть я. Это «Закрой за мной дверь». И там такие просто классные слова, я виню вдячный, ну и Господу, что Николя открыл для себя Цоя, за эти образы такие классные. И там звучат такие слова. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом. В доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед. Ну просто гениально. Вот что такое сердце? То есть люди комфорта и стабильности. И они привыкли. У них дом, у них той самый шкаф, диван, тут годами все проверено, тут годами все стабильно. Подобное по гробу, там так само все проверено и стабильно. Костюмчик, галстук, вылизано, припудрено. У турме все проверено и стабильно. Поверьте, что там такие газончики вылизанные, 11 годов там служили. Там все так аккуратненько, так все подметено. Все в таких вот робах туремных аккуратненьких, да, там все вылизано. И есть вот вариант вот этой вот стабильности, где все проверено, да, где все ведомо. А тут на улице их спевали Цой, тут дождь, тут життя. Шевчук спевал, есть возможность заболеть в іншій песни. И вот ты выбираешь, да, вот что такое сердце. Это життя и ризика, мужность некая, а может быть стабильность, как у гробу. Для меня эти образы просто настолько промовляют, да, что вот, как бы идти за натхнениями сердца, это идти там, где дождь, там, где життя. І апошній момент на наше розважання,
Пам'ятаю, як однойче, такий милий епізод був, потелефонувала одна близька мені особа, і питається: отець, які ваші плани, що робите? Я так довго не думаючи, їй сказав, після сам став доганятися, що я сказав. Я кажу: які мої плани? Головне не обманути самого себе. І після став доганятися, що я такого сказав? Я зрозумів, що це правда. Это головне, познаючи своє серце, не подмануть самого себе. Быть правдивым с самим собой. В неким сенсі зустрітися з самим собою. А після этого можна з Господом зустрічатися. В таким серці, де ти ведаєш себе, там відбудеться і зустріча з Господом. Головне не подмануть самого себе. Аминь. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усякобачного и немачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спавления, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайця і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророку, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крст для отпущения грехов и шагаю в воскрешение померлых и життя вічного в будущем світі. Амінь. праз Єсуса Христа, який у гэты час Великого посту закликає нас до навертання і покаяння, з довером узнесем до Бога Отца наши просьбы. Молимся за святый костел, как усе его дети объединались в супольном имкнении до единого и соправленного Бога. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за пасторов костела, как они были готовы очиститься от всего, что перешкоджает им служить Богу и людям. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за народы всего свету, как они зразумели, что Христос является их соправдным Богом, який любить кожного человека. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, які в своєму житті зустрічаються з особливими спокусами, как при допомозі ласки, і вони зосталися вірні Богу. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, охоплених розпачу, как вони прийняли підтримку Бога, який їх любить. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, тут собраних, как мы были готовы до охвярности, якой потребує от нас любов до Бога и ближних. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх наших близьких померлих, особливим чином сім'ї Шпілевських,
Миколая, Адельфину, Валентину, Леониду, Казимира, Марию, Ядвигу и Янину, просячи, как добрый и милосердный Бог принял их у свое володарство в небе. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. доручаем доброму Богу усі інтенції, з якими приходимо на святу мшу. Молимся особливим чином за отца Александра, об Божьем благословении, об Божьем провіді у ягоном житті. Доручаємо усі справи, які він чинить для хвали Божої. Доручаємо кожного з нас, наші сім'ї, нашу парафію. Просимо за правдом навертання для кожного з нас. Молимося за тих, хто ще шукає Пана Бога, і за тих, хто одійшов від Нього. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. милосердный Боже, Ты закликаешь нас до навертания, как мы могли еще полней спознать Твою великую любовь. Учини, просим, как мы были послухняны Твоей воле, праз Христа Пана нашего. Аминь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу офяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, учини просим, как мы належным чином складали Тебе ахвяру, якою розпочинаємо подрихтовку до святкування Великодної таємниці, праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами, И с духом Твоим. угору серце, Узосимя Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и збагавенно, как мы завсёды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бо Ты ласкаво дозволяешь Твоим верным, зачищеною душою, что год радостно чекать великодных святов, как про щирую молитву и учинки милосердности, а так само праз удел у сакраментах одрачения, яны досягнули полноты ласки дятей Божих. Тому за анёлами и арханёлами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи.
Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святым, крыніца усялякай святасці, таму еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Успоминаючи смерть и з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костёл Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его у любови, разом с папом нашим Франтишком, бископом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надеї на воскрешение, и про всех, кто у Твоей ласці дійшов з этого свету, и дозволь им убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Девой Марией, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, как з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, дали Боже Ойчем всемогутным, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные.
Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который всю небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, який завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, який вериш на себе, враги свету, змилуйся над нами. Ранку Божий, який вериш на себе, враги свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Аминь. Я не вартой, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Тело Христа. Тело Христа. Аминь. Тело Христа. Аминь. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Аминь. Тело Христа. Тело Христа. Аминь. Тело Христа. Тело Христа.
Христа. Сила Христа. Дай твоє серце, будь не журиться. Сила Христа. Тебе любить, я в тебе славлю. Дай твоє серце, будь не журиться. Дай твое сердце, больше не журится, Бог тебя любит, я у тебя славил. Дай твое сердце, больше не журится, Бог завжди с нами. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Каждый день все ближе к нам, верой прижёт обратный площадь. И любовь, что взошла на Голгофу, дай твое сердце больше не журится. Бог тебя любит, я тебя славил. Дай твое сердце больше не журится. Бог завжди с нами. Свободы шукаю под ланцюгом, что в этой свете счастья умовой. Счастье мое — это никаких слов. Вера кровью и телом Христовым, дай твое сердце больше не журится. Бог тебя любит, я тебя славил. Дай твое сердце больше не журится. Бог завжди с нами. Дай твое сердце больше не журится. Бог тебя любит, я тебя славил. Дай твое сердце больше не журится. Бог завжди с нами. Молимся. Подмацованные хлебом небесным, яки живить веру, увеличивая надею и узмацняя любовь, просим Тебе, Пане, как заучил нас прагнуть Иисуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить кожным словом, что с Твоих устов выходит, праз Христа Пана нашего. Аминь. Objawy duszpasterskie. Кожную пятницу Великого Посту сердечно запрошаем на святую мшу. О 19 године після набоженства крижового шляху, якое проводят суполки нашей парафии. 14 сакавіка маті у молитве, 21 суполка обороны життя, 28 суполка, якая молится за души чисту терпячия, 4 красовика дети, 11 молодь, 18 мужчины. Кожную неделю после святой мши
у 10:30 спяваем песні, жальбы заахвочваюць да удзелу ў гэтых адмысловых набажэнствах, над якімі разважаем над мукай Пана нашага Езуса Христа. От 10 сакавіка будем адпраўляць навенну перад урачыстасцю святого Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі. Наступная трэцяя неделя месяца, так званая інвестацыйная. Ахвяры, складзеныя цалкам прадназначаюцца на будову, за якія шчыра дзякую. Ёсць новы нумар часопіса «Аве Марія» заахвочваю да чытання і пазнавання Пана Бога таксама у артыкулах. Як штогод заахвочваем да чыннага удзелу у прыгатаванні вербачак на вербную нядзелю. Усе ахвяры з іх будуць прадназначаныя на будову, за якія таксама шчыра дзякую. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адарацыя Пана Езуса у Найсвяцейшым сакраменце. Дзякую за ахвяраванні на будову, супольную і індывідуальную малітву, спеў і аправу літургічную, прыбіранне капліцы і катахатычнай залы, а таксама тым, хто дзежуры. Дзякую ксяндзу Александру Жарнасеку за тое, што прыняў запрашэнне ўжо чарговы раз у нашу парафію і абвясціў гэтае Божае Слова, так як тыдзень таму назад ён гаворыць пра тое, што гаварыў Пан Езус, памятай. Тое, што ў сэрцы тваім, тое і на вуснах тваіх. І пра гэтае сэрца мы таксама чуем і клапоцімся, каб яно як мага прыносіла больш спагады і дабрыні. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за тых, хто памолімся за дабрадзеяў, ахвярадаўцаў нашай парафіі, таксама аб новых дабрадзеях, будаўніцтва санктуарый Божай міласэрнасці. І за нас даручаем кожнага па асобку Маці Божай, дзякую таксама ксяндзу Александру Пашненчуку з парафіі Пугатова за узначальванне гэтай святой імшы і дапамогу падчас гэтых рэкалекцый. Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не погражай молениям нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Панна хваленная и благословленная, о Пане нашем, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. О Найсвятейша, Господи, веди нас за небесный прав, тревожить моцы нас ворожия, услажи нас, дай силу нам, один Тройцы, Бог святый, Тебе хвала на все веки. Коли закончится наш яд земный, богатство свое прими. Аминь. Снижай вы заспевайте, сердце горем наполняйте.
Помни с неба плач анёла, что минует час веселый, что минует час веселый. Крышатся со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Но жальбу свою скрывает, целый свет не выконает, целый свет не выконает. Пришли снова и канание, души острым полем ранят, души острым полем ранят. Божьей лаской силой рана, снищи злость сердц наших, Пане, снищи злость сердц наших, Пане. Возле мой перед Тобою, злые о святой кривёю, злые о святой кривёю. У бездонья муков Пана, я с правит своих повстану, я с правит своих повстану. З дапамогай Божай ласки пачынаем разважанне над мукаю нашага Пана Езуса Христа. Ахвяруем Яго нябеснаму Айцу на праслаўленне і хвалу Ягонай бостай велічы, пакорна дзякуючы за вялікую і надзвычайную любоў да чалавецтва, за тое, што спаслаў свайго Сына, каб цярпеў за нас жахлівыя пакуты і прыняў смерць на крыжы. Гэтае разважанне ахвяруем таксама дзеля ўшанавання Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Балеснай Божага Сына, а таксама на ўшанаванні святога Юзафа і тых святых, якія вызначаліся асаблівым набажэнствам да мукі Хрыста. У першай частцы будзем разважаць аб тым, што пан Езус выцерпеў час ад малітвы ў садзе аліўным, ажно да несправядлівага абвінавачвання перад судом. Гэтыя знявагі Пана, якіх сам за нас цярпеў, будзем ахвяраваць, просячы за святы каталіцкі касцёл, за святога Айца і за ўсё духавенства, а таксама за непрыяцеляў Христовага крыжа і ўсіх няверных, каб пан Бог даў ім ласку на вяртанне. Сердце протинает, Иисус мой любый, ель свой примает, лечить усадет, и забот кривавый, Бог носит хвалы, Пана святого, мужицы целует, войска тяжкие, ланцевиры рыхтует, кресту правдиву, Иисус их примает, нас выбавляет, веришь, штурмает, люд своего пророка, злость и ненависть, дневно-кожным пропут, терпеть покорно, оба Сына дивных, чистый невинный, кровь запеклась, усы посинели, руки растяжки, глаз угол спятели, пили завзято, речевого Пана, всю ночь до рана. Езу мой Пане, дай мне покаяние, дай мне
путы связаны. Иисус, милый Пане, Иисус, поцелунком зрадливым, был ты проданный. Иисус, милый Пане, Иисус, перед смертью в саде, с неба просила даться свидания. Иисус, милый Пане, Иисус, на молитве в самоте, розовишь потом вся класс румянями. Иисус, милый Пане, Иисус, поцелунок объюты, ты принял низкослав покарания. Иисус, милый Пане, Иисус, ланцюгами тяжкими, ты ніби злодію ношу зв'язали. Иисус, милый Пане, Иисус, рассудёю невинных, злостными криками был снегожалый. Иисус, милый Пане, Иисус, закаянный жовнеры, вывели в путах себе на свидании. Иисус, милый Пане, Иисус, злой рукою под фары, был мостовитый за правды вызнание. Иисус, милый Пане, Иисус, разъезжил их дух света, от бунтовщиков люд был ты досланный. Иисус, милый Пане, хвала пощада нашему Пану, за усесня за бичевание, за все терпение, за все мучения, за наше избавление. Я мати, крест тримаю, смуток сердца есть искание, ранит сердца острый меч, ранит сердца острый меч. О, Мария, что с тобою, так привнешена пятою, бачу я тебе в слезах, бачу я тебе в слезах, что пытаешь, воликая, мои силы забирает, сердце кровью залила, сердце кровью залила. Мати чистая, святая, плачу, что ты вечевая, мой замри, мой ясный фар, мой замри, мой ясный фар. Сын мой любый, сын родимый, смущенный, кровью залитый, тяжко ужу его опасность, тяжко ужу его опасность.
всі ласки і любові, буду плакать я з тобою, ой, хочу взять з тобою, ой, хочу взять з тобою. Який за нас терпіла рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Який за нас терпіла рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Який за нас терпіла рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Таємницю сакрамента усвояй наш щиро всі, празднество, здоровье, права, Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принесе, Богу вечному Тройце, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Творцу вечного светла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин свои муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владаешь с Богом Отцом, у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Завсёды похвалённый, всеми нами прославлённый, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похвалённый, всеми нами прославлённый,